Проблема с правом собственности в Ингушетии актуальная. На сегодняшний день в республике больше 70 тысяч земельных участков и домов, сведения об обладателях которых попросту отсутствуют в Росреестре. И это только те, кто стоит на учете. Многие жители годами так и оставляют собственность неоформленной, считая, что это займет много времени и денег. А отсидеться без регистрации вряд ли получится, ведь такую недвижимость невозможно продать или подарить. Если наступает форс-мажорные обстоятельства, какие-то стихийные бедствия, для того, чтобы получить какое-то возмещение, помощь от государства, гражданину надо будет доказать, что он является собственником того или иного объекта недвижимости или домовладения. Второй вопрос, когда возникают ситуации с наследованием. У наследников большие проблемы, потому что наследодатель в свое время не оформил свой объект недвижимости. Соответственно, нотариус не может такое производство принять. Приходится обращаться в суд и доказать, что наследодатель был собственником этого объекта недвижимости. А если бы все было оформлено, как положено в едином государственном реестре недвижимости, то и наследнику не было бы никаких проблем просто обратиться к нотариусу, пройти процедуру. Также зарегистрироваться по месту проживания или улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала не получится, так как нужен документ права собственности. Страдает при этом и региональный бюджет, ведь налог такие владельцы не платят. Чтобы оформиться, достаточно обратиться в МФЦ либо в Росреестр. Дело совсем несложное, говорят специалисты. Регистрация занимает не больше 2 недель. Необходимо иметь какой-то правоустанавливающий документ на земельный участок, провести межевание, поставить земельный участок на кадастровый учет, оформить свое право, потом на соответствующий жилой дом сделать технический план и на основании документа на земельный участок и технического оформить и свое домовладение. Технические планы, межевание, этим занимаются у нас в республике кадастровые инженеры. У нас их в республике зарегистрировано около 50, поэтому с этим проблем нет. Единственный нюанс, говорят специалисты, в Ингушетии часто встречается отсутствие нужных документов. Связано это с возвращением ингушей на родные земли в 1957 году. Но и эта проблема решаема. С 1 сентября принят федеральный закон номер 478. Это очень важный закон и знаковый закон для нашей республики. Почему? Потому что этот закон позволяет гражданам, которые проживают в жилых домах, построенных до 14 мая 1998 года. Гражданин, если проживает в домовладении, возведенном до 14 мая 1998 года, не имея никаких документов ни на дом, ни на земельный участок, на сегодняшний день 478 закон позволяет ему приобрести в собственность и земельный участок, ну и, соответственно, и оформить свой жилой дом. В Ингушетии оформлено свыше 200 тысяч земельных участков и домов. Собственники, благодаря нужному документу, успешно могут защищать свои права в спорных вопросах. Поэтому каждый владелец земельного участка сам должен быть заинтересован в том, чтобы поскорее оформить право собственности. Если гражданин сталкивается с ситуацией, когда у него земельный участок оформлен в установленном порядке, но он возвел на нем объект недвижимости, ну, к примеру, жилой дом, у него нет никаких проблем, ему нужно только на жилой дом через кадастрового инженера заказать технический план и, соответственно, подать на учет этот жилой дом и на регистрацию. Основанием для регистрации будет тот же правоустанавливающий документ на земельный участок. После завершения процедуры оформления владелец получает документально удостоверенное право собственности земельного участка. К слову, оформиться владелец может и онлайн, через сайт Росреестра. Нужно лишь подать запрос, чтобы выпустить сертификат электронной подписи. Хава Гайзикова, Адам Далаков, Новости 24.